Добрый день, дорогие, чуть было не сказал радиослушатели, настолько уже отвык от телевизионного эфира. В телевизионном эфире национального телевидения программа «Подворье». Новая замечательная программа «Подворье», которую по очереди будем вести мы, журналисты Дмитрий Аргунов и Дарья Анкехова, которая сейчас за кадром. И поскольку я мужчина, я домовладелец, я очень серьезный домовладелец, я бы хотел рассмотреть те аспекты домовладения, которые... чисто мужская прерогатива, да, это какие-то технические моменты, обеспечение, благоустройство, отопление, строительные какие-то вещи, разбор инструментов, что мне будет очень интересно на самом деле. И сегодня мы, если выражаться очень так неформально, сели на хвост замечательной газовой компании «Сахатранснефтегаз», конкретно управлению газораспределительных сетей, представители технического отдела и службы техприсоединения, которые сегодня с нами в эфире. И мы в гостях у замечательного домовладельца Леонида, у которого идут как раз работы по газификации. Мы позже затронем обязательно аспекты апрельского послания президента страны по бесплатизации присоединения к газу, да, для населения страны. Но сейчас хотелось бы рассмотреть аспекты, когда вот у Леонида существовал старый дом, мы сейчас пройдем вовнутрь, там стоял котел КЧН, он решил поставить новый дом мы тоже посмотрим, и поставить там котел совершенно другой марки и так далее. И все регламенты, все моменты, что следует делать домовладельцу, какой алгоритм действия, об этом мы сегодня поговорим еще раз. Говорю с представителями УГРС «Сахатранснефтегаза», это служба техприсоединения Николай Петухов, и технический отдел – это Алена Штоль. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, чувствуйте себя очень свободно, вольготно. Давайте мы поговорим просто как человек с человеком, как гражданин с гражданином. Ну, адрес такой вот замечательный. Мы находимся в поселке Марха, в котором, Алена, существует некий определенный дефицит газа. Да? Я живу на Покровском тракте, и у меня из-за дефицита газа тоже, казус чуть не случился. Давайте мы поговорим, из-за чего это складывается и как компания будет ликвидировать образовавший дефицит газа. Ну, давайте. В настоящее время у нас порядка 34 районов в городе Якутске, город Якутск, где наблюдается дефицит пропускной способности. Это связано с тем, что многие годы отсутствовала схема газоснабжения. Газоснабжение осуществлялось хаотично, в основном за счет средств граждан. Это привело к снижению давления, диаметра в сетях, ну и как следствие давления в газопроводе. Мы пришли к дефициту пропускной способности. В настоящий момент в рамках федерального закона о газоснабжении, в рамках постановления правительства 609-го, городской округ город Якутск занимается разработкой схем газоснабжения и разработкой программы газификации. Городской округ заключил государственные контракты с проектными организациями на разработку схем газоснабжения. В настоящее время уже в 2020 году утверждена схема газоснабжения высокого давления. Данную схему разрабатывал проектный институт «Якутгазпроект». В настоящий момент в рамках, опять же, государственного контракта разработкой схемы газоснабжения занимается Санкт-Петербург по низким сетям и среднем давлении. Занимается петербургская фирма «G-Динамика». Уже разработан первый этап схемы газоснабжения, он утвержден буквально в апреле 2021 года распоряжением окружной администрации. По результатам схем газоснабжения мероприятия будут включены в программу газификации. Определены мероприятия, источники финансирования, сроки строительства. Программа газификации, она будет включать как строительство новых сетей, неохваченных районов, так и реконструкцию существующих сетей. Что касается Сахатранснефтегаза, со своей стороны мы также занимаемся реконструкцией, техперевооружением изношенных существующих сетей, принадлежащих Сахатранснефтегазу. При этом реконструкцию и техперевооружение мы выполняем с учетом уже утвержденной схемы газоснабжения, то есть диаметр строим уже большего размера. С неким запасом? С неким запасом, да, согласно схеме.
Да, а вообще много вот частных сетей осталось по городу Якутску? И пока Нет, вообще эта проблема у нас существует. Частные сети у нас, естественно, есть. Но очень много сетей, которые были частные в свое время, город признал уже бесхозяйными сетями. Идет работа в этом направлении. То есть Частные сети тоже существуют. это у всех ресурсников получается такое. То есть были в свое время частные, кто-то Да, провел, да. скажем так, участок примерно 180 метров, есть несколько выводов, потом собственник пропал, Да. город признает это бесхозным и берет на свой баланс, передает вам. Я так понимаю, Да, алгоритм да, такой. примерно Давайте так. мы пройдем все-таки, товарищи дорогие, посмотрим, что у Леонида. Леонид, здравствуйте! Здесь ведутся работы. Вот старый дом Леонида, в котором стоял котел КЧМ, я так понимаю, Да, КЧМ же да, стоял, да? да. С огромной жручестью, да, понимаете, представляете, сколько жрет КЧМ. И Леонид решил поправить свой семейный бюджет, скажем так, за счет более рационального использования ресурсов, в частности газа. Это так вот ведется. И в новом доме решает устанавливать. Вот подходит сам Леонид. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Ну, вы, наверное, Леонид. меня знаете. Вот представители Здравствуйте. целого начальства газовой службы. Леонид, здесь стоял КЧМ у вас в старом доме, да? Да, КЧМ стоял, и теперь решили в новом доме поставить настенный Настенный. Ренай. Ага. И как домовладельцы, вот от момента подачи заявления сколько прошло? Ну, это мы подавали еще зимой, начали решать вопрос, потому что мы знали, что это очень долгий процесс, но очень быстро решилось. Очень быстро решили. Да. Ну, то есть к началу строительного сезона фактически, ну, не сказать усилиями газовой компании, да, а вообще из-за сложившихся обстоятельств у Леонида сложилось все благополучно. То есть КЧМ у него сняли, сделали новую проводку, энное количество метров, да, вот, а вот это все оплачивали вы сами, да? Да, оплачивали сами. Ну, граница участка это, конечно, это забота, конечно, всего домовладельцев. Давайте мы пройдем и посмотрим, что у нас творится в новом доме. Вот новый Идите, дом вы ж хозяин. поставлен. Ага, вот идет новая газовая труба, кстати, покрашенная правильно в желтый цвет. Товарищи, а кто-нибудь мне может объяснить, почему? Я понимаю защита от коррозии, да почему желтый цвет обязывает красить? Нет, ну по нормативке трубы? можно же цвет Любой красить цвет. любой цвет, даже можно в цвет многоквартирного дома. Если он идет транзитом по многоквартирному дому, то можно в цвет дома покрасить, то есть, чтобы не чтобы портить. без общей эстетики Не выбивало. портить, а так цвет газа наш, желтый цвет, Фирменный цвет. фирменный цвет. да. Фирменный цвет газа. Ну, и я замечу, просто в темноте, наверное, приезжаешь, к примеру, в темноте на манипуляторе, к примеру, что-то разгружаешь и так далее. Ну и, соответственно, оператору манипулятора будет видно. Давайте мы пройдем. Брусовый дом, двухэтажный, 2 полных этажа, веранда. Тут все как на стройке, тут не надо обращать внимание. Еще раз, как человек, который постоянно ведет стройку, я считаю, что еще у Леонида очень даже вполне так прилично. Ну, пол, я так понимаю, кухня, и здесь будет подсобное помещение, вот заходим сюда. Заходим сюда, и здесь идут работы по запуску оборудования, новый настенный котел Ренай. Леонид, почему выбрали Ренай? Ну, он компактнее, и КПД, говорят, очень хорошие. Да, КПД в районе 91-92, по-моему. Да. И встроенное все там. И насос, и расширительный бачок. Все, что надо, все там, ну, встроено. Ага. А работы по прокладыванию теплосетей, это кто проводил? Это по договору. По договору часики? Да, часики. То есть, товарищи газовики, и в случае с установкой котла можно обратиться напрямую к часику, чтобы он... Да, рынок свободный, да, порядка у нас уже 20, наверное, 15 организаций, которые могут заниматься строительно-монтажными работами по переустройству, в том числе сетей газопотребления. Соответственно, у них должен быть разрешительный документ в виде СРО. Ага. Смотрите, допустим, если у человека стоит котел определенной марки, он решил поменять. Что он прежде всего должен? Он выбирает котел, потом идет к вам с тем, что вот я такой котел выбрал. Или как? Или наоборот, сначала идет к вам, а ему рекомендуют этот котел? Нет, он должен, наверное, прежде всего с проектными организациями проконсультироваться по объему своего дома,
какой требуется ему по площади, по квадратуре, какой требуется вообще ему котел. Это нужно переговорить с проектной организацией, определиться, выбрать котел и, соответственно, уже с готовой информацией идти к нам за техническими условиями на переустройство. То есть сначала, у вас же есть уже есть свои проектанты, да? У нас тоже есть свои проектанты. Свои проектанты, Да. которые, более, скажем так, прошарены, более продвинуты в этом отношении. Да. Вот. И мы становимся свидетелем, как по адресу поселок Марха, дом такой-то, такой-то, производятся работы по установке нового котла Ренай. Я поздравляю, Леонид, кстати. Все-таки запуск нового котла – это ни с чем не сравнимое ощущение, наверное. А такие шланги сейчас запускаются, да? Да. Потому что в Сертифицированные. многоквартирных же требуют все резиновые шланги. Такие тоже допускаются, сертифицированные. Ага. То есть здесь защита от статики и все прочее, все учтено. Диэлектрическая муфта установлена. Да. Диэлектрическая муфта. Вот показывает. Ага. Вот. Ребята подключают газ, счетчик заработал. Счетчик, кстати, требования какие-нибудь по счетчику есть? Да, счетчик подбирается исходя из расхода газа, конечно. Да. То есть, если у меня, допустим, до 5 кубометров в час, то... Да, G4 устанавливается счетчик, G2,5. А У больше него есть 5? минимальное и максимальное потребление. А больше 5? Больше 5 другой счетчик ставится, разные счетчики есть. G2,5 он пропускает определенный расход газа, G4 до 6 кубов пропускает. То есть это все определяется, опять же, проектной организацией. Это проектная организация? Да, конечно, Ага. конечно. Хорошо. Можете прокомментировать, что сейчас делают ребята? Сами пусть расскажут. Показания снимают счетчик. Нет, они, видимо, какие-то утечки проверяют, да? Да, на утечке проверяем. Да. На утечке, потому что, самое опасное, это, конечно, утечка газа. И в чем еще замечательное преимущество настенных котлов? Они берут воздух для камеры сгорания снаружи, благодаря коаксиальной трубе, и здесь не требуется городить отдельно стоящую котельную или отдельное помещение, из которого будет всасываться воздух, допустим, для напольного котла. Дальше продолжается работа, подключается питание. И сейчас мы станем в прямом эфире свидетелями того, что еще у одного счастливого домовладельца будет новый котел с более экономным расходом газа, да, и вся вот эта система отопления, протянутая Леонидом, она заработает. Подпиточный насос. Леонид, а будете в систему наливать чисто воду, да? Да. Чисто вода, потому что на стенниках, наверное, тоже Алена Сергеевна подтвердит, использование реагентов типа теплый дом и так далее, оно в настенниках, не то чтобы категорически, но не рекомендуется. Согласны с этим? Ну да. Да, потому что там очень куча мелких резинок и так далее, которые высыхают от гликоля махом. Сам проходил. Все, идет подпитка системы. До одного поднимаем давление. Давление поднимается. Ой, я тут как спортивный комментатор. Поднимаем давление, ключ на старт. А рабочее давление, ребята, какое? 1,2 где-то, да? 1 бар. 1 бар, да? Можете, в принципе, посмотреть обустройство внутреннее стандартного настенного котла. Это теплообменник, наверху вот стоит, это камера сгорания, расширительный бачок слева, насос стоит внизу и плата управления. Там есть еще трехходовой клапан, будто Да, трехходовой клапан. трехходовой клапан и какой-то клапан еще сброса. Бросной клапан. Что вот если давление поднимается, он сбрасывает сам. Ага. То есть взрыва котла не происходит? Нет, не происходит. Ага. В этом отношении еще раз говорю, настенные котлы более безопасны. Мы продолжаем следить. Пульт управления, кстати, вот от Ренай, видите, вот температура теплоносителя выставлена на 53 градуса. И монтажники УГРС продолжают подключение оборудования. Уже есть огонь горелки, да? Нет, воздух идет. Воздух идет, да? Да, продувает. Продувается камера сгорания.
Ага. Ну, а пока, Николай, мы обратимся к службе техприсоединения. Новые пользователи, мы же сейчас упоминали о том, что в послании президента оно упоминалось бесплатизация полностью техприсоединения, получается. Да? Когда граждане могут уже пользоваться этой привилегией, что ли? Смотрите, да, сейчас мы в любом случае работаем в рамках нашего федерального закона, действующего. И в рамках этого закона есть правило 13.14. Они действуют, и оно пока подразумевает оплату. Ну, по посланию президента было сказано четко, что внесено такое понятие, как последняя миля. Это как раз таки, как сказал президент, в случае пролегания газопровода вдоль земельного участка подключение должно осуществляться не за счет заявителя. На сегодня, насколько я знаю, в Государственную Думу внесен законопроект, который вносит как раз таки изменения в этот закон. Вот в ближайшее время этот законопроект выйдет в свет, мы с ним сможем уже ознакомиться и конкретно понять, как механизм этот будет происходить, за счет чего будет финансироваться и так далее. На сегодня все-таки мы осуществляем подключение именно пока по действующим правилам. Пока они действуют и они не отменены. Но по посланию президента до 2023 года все-таки вот именно подключение должно быть полностью бесплатно. Все-таки это социальный проект будет и для, уменьшения нагрузки для населения в части подключения к газу. То есть, если у нас сегодня первая льготная плата это 56 тысяч, за подключение платят люди, да, до 5 кубов, то это должно полностью быть бесплатно для заявителя. Он покупает тогда только котел и внутреннюю разводку делает. Это уже все зависит от самого потребителя. То есть какой котел выберет, какую систему отопления и так далее, это все будет зависеть только от потребителя. Ну, в принципе, газовые службы готовы к реализации вот этого масштабного проекта. Да, насколько сейчас... Дело в нормативах. Да, дело в нормативах, потому что сейчас есть действующая дорожная карта, которая включает 52 пункта, в рамках которых как раз таки должен быть определен единый оператор, который будет заниматься вот этим всем. Все-таки опять единый оператор. Единый оператор, да, скорее всего, если по России это у нас ПАО «Газпром», то в республике, скорее всего, будет Сахатранснефтегаз, чьи сети все-таки, большинство его сетей это все-таки Сахатранс. Поэтому сам механизм пока, конечно, не отработан тоже вот именно по выбору этого оператора. Кто будет, каким критериям подключать этот оператор. Основная цель у Сахатранса все-таки у нас обеспечение надежности, бесперебойной поставки газа населению. А подключение это уже, как сопутствующее мероприятие к существующим нашим сетям. Я понял. Просто этой информацией мы хотим предостеречь граждан от того, что вот Путин сказал, да, значит, вы, скорее всего, среди массы населения, которые не до конца понимают, каков алгоритм дальнейших действий, будут те, которые будут приходить и требовать бесплатно, Путин же сказал и так далее. Да? Поэтому я думаю, что до 2023 года все вот эти мероприятия, а пока газовая служба осуществляет подключение к газу, к природному газу, по действующим, скажем так, тарифам. И мы возвращаемся к работам ребят, которые уже есть огонь. Андрей, можно взять вот этот огонь, да, и можно поздравить Леонида, пошло первое тепло. Тут уже пока не ощущается же, да? Вот, ощущается. Все, уже пошла. Это обратка, да? Да, обратно. Это обратка, это уже подача. Все уже на подаче, уже ощутимо тепло. И сколько там было выставлено? 53 стоит, да? На 53 температура. Но, исходя из конструктива стен, исходя из типа котла, исходя из ширины даже вот этого магистральных сетей, могу предположить, что сколько примерно может Леонид тратить месяц на зимние месяцы? Кто-нибудь может мне прокомментировать? Или это будет сугубо индивидуально? То есть, углы промерзают? Да, это все-таки, Дмитрий, сугубо индивидуально, все-таки зависит от утепления дома, во многом зависит от утепления дома. Примерно, если так взять, то не более 5000 это точно. В месяц? В месяц, да. Холодный месяц? Холодный месяц. Ага. Дом, в принципе, где-то около 100 квадратов здесь. Тут второй, нет, это только один же этаж, да, здесь? Нет, там два этажа. Там мансардный, да? Нет, он полноценный этаж. Полноценный этаж. Полноценный. Тогда где-то в этом районе будет около 5000, так и будет. 5-6 тысяч. Примерно, да. Примерно, это сугубо, конечно. Это сугубо, да. Все будет зависеть, еще раз говорю, от качества даже строительных работ, качества монтажа окон, качества утепления пола, чердака, крыши и так далее. От многих аспектов, которые мы в следующих выпусках программы «Подворье» будем объяснять, показывать. Давайте мы пройдем более, скажем, светлое. Здесь уже
Смотрите, в прямом эфире Леонид подписывает окончательные документы по... Ну все, поздравляем, Леонид, вы Спасибо большое. уже потрогали тепло, на подачу идет тепло, 53 градуса. Поздравляю вас с новым котлом, с новым домом, с новой системой отопления. Ну вот, товарищи вот прокомментировали, да, 5-6 тысяч, наверное, говоря, было. Ну да. А сколько вы платили вот за тот старый дом? За старый дом где-то 10 платили. 10? Там переплачивали, да, потому что там все улетало котла. в трубу. Да? Мгм. Да. Ну вы осознаете, что дом нужно, вот тем более брусовый, да, это же 15-й, 18-й брус. 15. 15-й брус нужно очень капитально утеплять, С той стороны будет еще обшивка. еще обшивка будет. Да. То есть дом на стадии строительства. Да, Подход мне очень нравится. То есть капитальное утепление – это залог того, что Леонид, будучи домовладельцем, за отопление своего жилья будет платить разумные деньги. Это самое главное. Поэтому на стадии строительства закладывать определенные средства в утепление, в защиту каких-то трасс, обеспечить качественный монтаж окон, дверей должен каждый человек. И нужно всегда к проверенным, скажем так, специалистам обращаться. Я благодарю специалистов компании «Сахатранснефтегаз» за то, что, ну, в доходчивой мере, мы с Аленой Сергеевной еще поговорим по тем аспектам. Мне вот предстоит же, еще раз говорю, замена оборудования, переустройство газовых сетей. Я думаю, и зрителям будет неудобно. Допустим, стоял у меня определенный тип котла, я решил сэкономить, поставить новый тип котла, и мы поговорим. И в нашем инстаграм-аккаунте, который называется «Подворье, нижнее подчеркивание, ЕК-24», то есть передача «Подворье», выходящая на канале Якутия-24, более детально мы распишем, каков алгоритм и так далее. Да? Но Алена Сергеевна сказала, сначала идете в проектную организацию, там рекомендуют, исходя из площади, исходя из существующих теплотрасс, потому что есть момент такой, что отопление будет стоять, вернее, котел будет стоять в гараже, который метрах 50. И там идет теплотрасса такой. То есть как... С проектной организацией просто нужно сначала определиться, какое оборудование собирается стоить, какое вам потом уже обеспечит, с да. этим заказать проект. А потом мы уже- получаем технические условия на переустройство. Переустройство это у нас как замена газоиспользующего оборудования, дополнительная установка или, допустим, газификация одного жилого дома взамен другого, как вот в данной ситуации у нас произошла. Получаем технические условия, делаем проект и обращаемся в строительные фирмы для строительно-монтажных работ. Все понятно, но тот, кто мне Примерно заказывал так. вот эту вот информацию, он сам поймет. И мы прощаемся до завтра. Завтра мы анонсируем замечательным нашим артистом Анатолием Кириллиным, Чайка который, да, обзор парапетного котла марки Лембакс Патриот, который пережил одну зиму. Так что будет интересно, как ведет себя парапетный котел с коаксиальным забором воздуха. Смотрите завтра в программе «Подворье». С вами был Дмитрий Аргунов. Увидимся. Bum 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 bum.